ister misiniz? Sizni kruga Big Bugün bizning 11 ders, 11 урок. Так что мы уже много чего знаем. Да? И с глаголами мы на прошлом занятии много работали и пришли к выводу, что уже пора закругляться. Но тут есть у некоторых вопросы сейчас, когда к нам подходят, с этим глаголом, который булып, вспомогательный глагол булып. Я обязательно подготовлю для вас таблицу, потому что булып, мы знаем, когда мы говорим про профессию, что нам надо обязательно добавить ми, укутуще, булып, эшлин. Но тут у нас, раз мы с вами перешли к частицам, и надо было составить домашнее задание, с ними предложение составить, столкнулись с такой проблемой, когда вот этот же глагол помогает нам, но в разное время. Вот условный булса меняется. Помните, мы с вами говорили про условные глаголы булса. А если в будущем, как это будет? Була. Була. Например, ми укутуще булып эшлин. А если я скажу, я буду учителем, когда закончу? Булам. Булам. А если еще? Була в будущем. Да. Булашак. Мон. Мин булашакман. Если я хочу сказать, что я буду учителем, когда получу диплом, например. Или вот мы слышим прогноз погоды только на русском языке. Но если мы слушаем погоду, например, прогноз погоды хауа хороший на татарском радио, там могут сказать янгар булашак. Булашак. Булса. Это уже условие. Я вам составлю таблицу, вот, чтобы этот глагол мы применяли правильно. Да. Ну, давайте проверим домашнее задание. У нас были частицы, с помощью которых мы должны были составить предложение. Давайте прочитаем свое предложение. Начнем. Айдарис Флюрапа сіздан бір жümle. Я возьму то предложение, в котором сомневалась. Бірге анализировать бітіріңіз. Он русский, но по-татарски так же, как татарин хорошо говорит. Хорошо говорит так же, как татарин. Не знаю, Он русский. Улурас. Лекин татарша, шулаю кебет татар кебет селеше. Шулаю айдер сülöше. Татар кебет можно и... Шулаю, нет, не наконец. Я хотела сказать, что улурас, лекин, татарша, шулаю кебет, шулаю айдер сülöше. Татар кебетini düşürüp alın. Если пропустим вот это как татар, даже тогда нам понятно. Но это не ошибка, можно не вычеркивать. Просто у вас большое предложение и как бы масляное масло. Татар. Только чтобы красиво звучало, я вас исправила. А так у вас все хорошо, да. Все правильно составили. Эльвира Сызны. Булдама? Дождь, яңгар. У всех почему-то условия яңгар. Яңгар себепли из-за дождя. Все вот, это, видимо, уже погода нас, да? Яңгар, мы только что Эльфия Павленда. Если будет дождь, из-за дождя вот это все. Яңгар себепли. Себепли. Когда мы говорим из-за дождя на русском, у нас из-за идет вперед, а тут яңгар себепли. Если из-за непогоды, вы хотите сказать тоже, яңгар себепли, буран себепли, сначала идет слово, а потом уже идет частица у нас на татарском. Эльвира, инде дөрүсүйтө бука? Правильно прочитай нам. Яңгар себепле без Яңгар
гулять. Гулять, Яна. Я не говорю. Лütfüye по командировка yapmaz. Elfiye sizde dik lobiye ederler cümleler. Hı hı. Eğer varmaya şartımızda она составила свои планы, в будущем она сказала varmaya şartımız и с условием, да, то, что если будет дождь. Гуля sizdeki klip şarkı mı? Min sine yaradan, çünkü sen in başı. Ой, самый умный, да? Вот это надо сказать, да, своему парню, он будет рад. Еще раз скажите. Вы не хотите записать и сказать, что рад? Гуля, продиктуйте, пожалуйста, две Екатерины. Min sine yaradan, çünkü sen in başı. Пошло, она хочет сказать умный. Я тебя люблю, потому что ты самый умный. Я знакомое слово услышала вначале. Ага. Пошло, да, у нас как бы это больше разговорное, ну, тоже хорошее предложение, Килиша. Айде. Подождите. Кул Шариф, Инзур Мешет, Татарстан, Республикасы. Вы скажите мне это по-русски, пожалуйста. Кул Шариф. Да, и вы это предложение составили так же, как и в русском, но только все слова вот так. Давайте составим красивое предложение. Как понятнее. Вот она сказала, я сказала. Потому что как в русском написано, она так и перевела. Хулшариф, Татарстан, Республика Сана. Мы же с вами, помните, перед Шахарины. Хулшариф не будем? Хулшариф. Татарстан. Республика Сана. Инзур. Мешит. Что мы сюда добавляем? Мерсянин. Мешиты. Как будет правильное предложение Альмирака? Я написала «Иде и назан белга Европа». Значит, надо было Европа на, алзан белгасы. Ин озон Елгаса. Да, то, что вот Европе принадлежит Елгаса. И то, что это тоже Мяшит, Мяшиты. Татарстан Республикасының Мяшиты. Запа, Марамат уже оқылғаныңызға. Келешек отнада біз шоңғыда шуабыз, шулайлық мұншадаймыннабыз. У вас уже планы составлены. Келесі отнада на следующей неделе, да? Да, мы на лыжах будем кататься, а также в бане мыться. То есть, я не понимаю. Келешек отнада. Можно сказать, келесі отнада тоже не будет ошибка. Келешек отнада біз мұншада, шоңғыда шуабыз, шулай мұншада юнабыз. А если мы хотим сказать юнырбыз, шу ашақбыз, это вы планируете, что вы будете шу ашақбыз. Юнашақбыз. Мы же с вами ашақ, яшақ, вот это все. Так, и еще вот тут я составила предложение. Можно, да? Пойдет.
Min cheeseburger yaratmayın. Min kıstığı yaratan. Çünkü min tatar kızı. Это надо прямо девизом нам написать. Давайте мы запишем. Да, давайте диктуйте. Min cheeseburger yaratmayın. Yazılır, cheeseburger Min bilmem. kıstığı Вот yaratan. помедленнее, Юрат, ми, Зайдете в Чигин и скажете так. Юрат, ми. Скажут, на занятиях мы вас не пустим. Нет, Юрат, ми. Yaratmayın. Мягко, да, Юрат, ми. Yaratmayın. Ярат, мы. Мы. Мгм. Юрат, мы. Min kıstığı yaratan. Пройду я сейчас много чего. Что-то я... Çünkü min tatar kızı. Çünkü min tatar kızı. Как я своей дочке говорю, давай сделаем, она говорит, мама, давай закажем, а? Так что это, господи, пишите в заказ, да, принимайте переговоры с Чингисью, что так, buldu mu? Yazdınız mı? Min cheeseburger yaratmıyorum господи, çünkü min tatar kızı, молодец. Я визикативно sizden daha bir cümle. До меня очередь. Әйе. Главное. Эгер Хауа якши булса, без юрманда барашак кыз. Biz қайда барашақпыз? Урманда. Урманға. Га. Да, га. Куда? Урманға. Хауа, вы хотите сказать то, что это, да? Погода. Да. В смысле, если погода будет Хорошая. хорошая. Но лучше хауа, это у нас, как сказать, как воздух. Хауа, небо также. А хауа хорошо у нас. Хауа хорошо. Это будет все Погода. да? Да. Хауа. Хауа хорошо. Значит, эгер Хауа ториши, якши булса, без урманга барашак. Дурыс. Если будет погода хорошая, то мы пойдем в лес. Все хорошо. Все хорошо. Видите, тут частицы, с частицами у вас получились предложения более распространенными, более вам пришлось подумать и использовать слова, глаголы, которые знаете. Я за вас рада. Почти все. Скажите вот еще вопрос. Вот это правило, что сабапле, белен, после идет, оно на все вот как бы предлоги распространяется? Или это где как? Да, у нас не начинается никогда предложение «сядапли», потому что не... Предлогов. Да, То есть сначала идут слова. да, если вот, например, Элиза Панам Жюплясин, предложение Элиза П мы разделим на две части. Мин cheeseburger юаратный, мин кастовира, там точка, да? У нас может начаться предложение «щунки мин татар кызы», потому что я татарка. Вот так может, но вот Нет, я вот это вот, я опять же с русским сопоставляю. Сабапле, белен – это предлоги. Шонки – это союз, подчинительный союз. Он может быть в середине предложения. А сабапле, белен – да, вот им самый лучший, например, им, яхшы, укушы. С этим может начаться, не ко всем это относится. Вот себепле не может начаться эгер, если может начаться, вы можете сказать чунки тоже, вот, но только перед предложением с потому что, как и в русском языке, мы же не начнем предложение просто потому что идет дождь, но сначала у нас какое-то пояснительное предложение будет. Я не пойду гулять, потому что идет дождь. Юрий Габарин, Элиза, Екатерина, Белен, танцы как? Бирге. Берга, барашак. 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 Вы хотите про себя сказать или хотите... Нет, ну если мы говорим Элиза, Екатерина, Белен, они получается барашак, ладно, да? Яга барашак. Вы сейчас про себя рассказываете как не про себя. Да, как не про себя. Я именно чтобы с использованием вот Белен. Это было Элиза, Екатерина, Белен.
составляет предложение? Думаю, как Можно сказать Элиза, бля, не Екатерина. Тоже не будет ошибка. А? Элиза, бля, не Екатерина. Элиза, бля, Екатерина. Элиза с Екатериной, да. А вы как составили? Лиза Екатерина, блин. Тоже можно. Элиза Екатерина, бля. Ворощаплар, главный басна. Биерге. Биюге. Ну что дискотека, ты вязал-то? И проблем не будет. Ворощаплар. Алар, ворощаплар. Вам разделились? Да. Я хочу сегодня имя прилагательное с вами начать. Тоже, если мы будем использовать предложение имя прилагательное, наши предложения будут намного красивее звучать и намного будут распространеннее. И вот имя прилагательное отвечает на какой вопрос? Какой? А без делал нинди. Можете записать нинди. Имя прилагательное в татарском языке всегда употребляется перед существительным, определяемым словом. Запишите, пожалуйста, это правильно. И сделайте себе пометочку, что в отличие от русского языка не согласуется с ним ни в числе, ни в падеже, и имеют лишь степени сравнения. Отвечает на вопрос нинди. Какой? То есть у прилагательных множественного числа нет. Ни в числе, ни в падеже и имеют лишь степени сравнения. Сейчас мы разберемся. По грамматическому оформлению сходно с наречиями в русском языке. Очень похоже с наречиями. Еще прилагательные бывают качественные и относительные. Качественные прилагательные обозначают цвет, физические свойства, характер, внутренние особенности, объем, величину предметов и лиц. И имеют 4 степени. Вот наша таблица. Посмотрите, пожалуйста, мы сейчас с вами разберем таблицу, и нам станет понятнее. Первая степень качественных прилагательных. Вы готовы? Гади дережа, положительная степень. Это те прилагательные, которые просто отвечают на вопрос «какой?» нинди. Обратите внимание, матур, казал, зур, кешкине, ношат. А вторая степень уже сравнительная степень. И если мы сравниваем, у нас обязательно подсказка есть. Вот это аффикс ра, рек. Если мы хотим сказать красивее, чем вот роза, красивее, чем ромашка, я вам так скажу. Если вы видите, что роза, ромашка там матурат, то вы уже, не поняв даже предложение, понимаете, что там сравнивают
Матура. То есть это слово чем не надо, да? Нет. Матура. Нерседен матура, кимнен матура, например, ромашка, дам. Чем вот у нас больше, наверное, будет аффикс дам? Ден? Вот мы должны все равно добавить эти аффиксы. Кимнен матура, нерседен матура. Ра, ре, это сравниваем. Матура, немсис, ре. Есть еще превосходная степень ортоклад държащиеся. Тут уже мы с вами вот частицы знаем, да? Ин, би, уте. И еще частичное повторение основы. Усиливаем. Например, мы хотим сказать сара желтый, но мы хотим сказать, что это вот в превосходной степени, то мы усиливаем соп сара, ем ешель. Например, если про цвета мы говорим хазар. Это такие усилительные части. Подождите. Собственно, это что значит? Соп сара. Желтый при желтый, вот как сказать это. Так, темно-желтый, серый. То есть вот эта частица, она является желтым? Да, желтым сара, соп сара, ем ешель, не зеленый. Да, зеленый призеленый, давайте так скажем. То есть частичное повторение основы этого слова. Да. А как определить, какая у него основа? Чем похоже, что вообще не похоже? Но здесь нет проблемы. Если вы, как сказать, у каждого цвета запишите вот это вот повторяющуюся частицу, то у вас уже не будет проблем, потому что цветов ведь у нас не так много, это можно запомнить, но если вы хотите это прямо в превосходной степени сказать, надо вам будет вот, да, вот ем ешель, а если вот не со цветом, вот видите, им яша, битвиет, утекаю. В принципе, можно ведь сказать и инсары, Ну, или нет? лучше соп сара. Им сара это будет самый, Это не... самый желтый. Вот. Если вы Да. А вот зуб-зур, Большой-большой. имзур тоже будет правильно, имзур, но он будет среди чего-то зур. Большой будет среди. Например, имзур тыква, да, давайте скажем, имзур коба, зуб-зур коба. Не будет никакой ошибки. Просто если вы вдруг увидите вот эти слова соп, сара, хатхаза, чтобы вы понимали, откуда это идет, поэтому я взяла это в таблицу. А это только вот 3 цвета вот, имеют запоминательные такие? Нет. А вот черный при черный. Соп, сара. Давайте прямо напишите, где у вас вот новые слова. О, а. Кыш күні қар оппа. Вы хотите сказать, зимой снег не чисто белый, слишком белый, очень белый. Да. Ну вот на основу это вообще не похоже. Там с мягким знаком. У нас есть Коричневый еще. коричневый,
лучше употребляем со словом инкюре, биккюре. То есть просто добавляется Да. к началу слова, каким-то начальным буквам добавляется слово. Можете так запомнить, можете так запомнить. Как? Зет, А, зенге. да, похож на П. Диаметр такой. Ну, это уже. А синий? З? Сегодня небо синее-синее, хотите сказать, да? Bugün hava zep-зенгер. Можете не употреблять эти цвета превосходной степени. Я взяла, чтобы, увидев такие предложения, вы не задумывались, то, что вы это ведь не знаете, я же вам это не говорила. А можно же тогда сказать биг Можно, можно. Но вот если вы встретите это, чтобы вы знали. Капказал это красный, ярко красный. А вот утекили. Утяклю слишком смелый, сверхсмелый. А вот про уменьшительную степень я прямо написала, то, что в основном это употребляется со цветами. Казгал, яшкель, аксал, зенгерсол.
небо, как мы скажем? Про декабрь, например, в декабре вообще не было. Карсыз, каш, дөрес. Кыз, если дома у вас есть девочка, то вы скажете кыз, кызлы үй, да, кызлы үй. Есть даже такая передача. Кызлы үй. А если вот нет у вас девочки? Кызсыз, кызсыз. Елга. В нашем городе есть река, а есть города, в которых нет таких больших рек, или деревни, например, то мы скажем про отсутствие, как мы скажем, деревни без реки. Скажите, пожалуйста, Флюрака. А деревня как будет? Ауыл. О, Екатерина, да. Елгасыз, ауыл. Елгасыз, ауыл. Есть у нас, да, деревня без реки? Так, урам. Ой, вот это мы пропустили, что дом домашний. Ну, он туда, в русской транскрипции. А, мы пропустили, да? Что это? Дом? Нет? Да, дом. Дом? Да. То есть домашний. Ой, как это домашний будет? Или, у которых вот имеется дом, а про бомжа мы как скажем? Үйсіз кіші. Үйсіз кіші. Следующее слово возьмем. Урам. Урамсыз, урамлы, да? Мне не совсем понятно вот значение прилагательных этих таких нет. Вот урамсыз, допустим. Урамсыз. Это про что можно сказать? Ну, вот, как сказать, урамсыз. Платье для улицы уличное, это будет уличное платье? Урамсыз? Нет, урам еще не будет. Ну вот есть деревни, которых, как сказать, То деревня. есть только на наличие вот этого Да, предмета. например, есть маленькая деревня, в которых только одна улица, а у них много улиц нет. Мы хотим урамнарсыз, если отсутствует. Урамлар, урамсыз. Еще машина, ну вот машина. Если у вас имеется машина, то мы скажем машина л. А это как про себя сказать? Это мин, машина, лы? Да, мин машина, но у меня есть машина. Можно сказать минин машина бар также. Но мин машина л, или там машина л егит. Жених с машиной. Муж с машиной. Муж с машиной и не старый еще. И давайте И машина, лы. машина л и Объявление написали, да, на сайте знакомства? давайте быстренько. Кыш, как скажем, мы уже разобрали, да? Кышкы, Это зимой. күзгі, да? Осенние сапоги. Иртенге, когда мы разбирали вот эти г, к, мы уже все разобрали почти. Кишке, мы говорили про ужин, кишке, ош, жәйге, язғы, бүгінге, күндізге, түнге, мы про смену даже сказали, кишәге, аш про вчерашний суп сказали, соңғы, это последний, соңғы. Былтырғы, прошлогодний. Еще важное хочу сказать напоследок. Былтыр прошлый год. Так, у нас уже время, но я вам скажу важное. Наречия и прилагательные татарского языка очень похожи друг на друга. Они легко переходят друг друга без изменений. Но только наречие раскрывает значение глагола, а прилагательное существительного или местоимения. Я сейчас вам напишу пример, и нам будет все понятно. Например, Йохши машина. Про ту же машину, да? Йохши, нинди машина. А если мы скажем Йохши
и шли. Да, хорошо работает. Тут уже глагол, да? Вот. Составьте, пожалуйста, дома предложения с теми прилагательными, которые у вас есть. Сколько можете? 5 максимум. Мы с вами, мне кажется, тут, когда уже разбирали, многие словосочетания употребляют так, что проблем, мне кажется, не будет. А глаголы вы уже знаете. Ихтибараллах очень рахмат. Спасибо за внимание. Спасибо, что пришли. Ждем вас в следующее воскресенье на 12-й урок нашего проекта по